Здравствуйте, на телеканале «Новый век» программа «Вызов 112», в студии Сергей Хайдаров. И сегодня мы расскажем о целой череде аварий по одной и той же причине. Да он выскочил как сумасшедший. Покажем, как мужчина грабил центры микрофинансирования в Казани. В помещении ворвался неизвестный и, угрожая сотруднице предметом, похожим на нож, похитил денежные средства. И криминальный бизнес молодой пары. Раз, два, 3, 4, 5. Почти 270 граммов синтетических наркотиков изъяли полицейские. Это и не только. Прямо сейчас. Не убедился в безопасности маневра, последствия не заставили себя долго ждать. Серьезная авария произошла на улице Сафиуллина. Один из автомобилей выезжал из двора, тогда как другой двигался в прямом направлении. И водитель не ожидал появления перед собой препятствия в виде машины и даже не думал останавливаться. О последствиях столкновения Салават Мухаммадуллин. Да он выскочил как сумасшедший. Оба автомобилиста увидели друг друга лишь в последний момент. Ситроен ехал в прямом направлении, пока из вереницы встречных автомобилей не появилась ВАЗовская «восьмерка». Она выезжала из двора. Ее владелец, имеющий за плечами 3-летний стаж вождения, убедился в отсутствии машин с левой стороны, а вот с правой помеху увидеть не смог. Мешали другие машины. Здесь машина стояла, и здесь, считай. Я выезжаю, вижу, не заметил, выехал. Ну, все заметил, да? Да. Об ограниченной видимости говорил и водитель иномарки. Мужчина отметил, что на обзор в такой ситуации серьезно влияют припаркованные автомобили, хотя знаки на этом участке дороги парковку запрещают. Эвакуатор никто не работает. Большие машины, посмотрите, он там стоит. Ну как вот там нормальному можно человеку выехать спокойно? Я лет 10 назад в их возрасте тоже так же в ДТП попал, по глупости. Тоже так же морду только высунул, все. У него так встречка прилетела. Несмотря на сильный удар и последующий вылет «восьмерки» на газон, никто из водителей не пострадал. Возможно, немалую роль в этом сыграла низкая скорость иномарки и быстрая реакция ее водителя. Салават Мухаммадуллин, Айрат Назипов, Константин Бушуев. Вызов 112. Похожий случай произошел сегодня в Кировском районе. На улице Вахитова столкнулись Рено Дастер и Шевроле Лачетти. Удар был такой силы, что один из автомобилей оказался на встречной полосе. Алла Рыкова с подробностями. Рено Дастер двигался во второй полосе в сторону Большой Крыловки, но добраться до места назначения водитель не смог. Ему помешало желание другого автомобилиста сэкономить время за счет нарушения правил движения. В какой-то момент водитель автомобиля «Шевроле Лачетти», выезжая со двора, решил развернуться, нарушив двойную сплошную. При этом столкнулся с автомобилем «Рено Дастер». Девушка за рулем «Шевроле» в безопасности своих действий не убедилась. Итог: оба автомобиля получили серьезные повреждения. Сама автоледи сильно ударилась головой и была госпитализирована. С места ДТП Рено увез эвакуатор. За руль «Шевроле» сел друг девушки. Теперь в происшествии будут разбираться автоинспекторы и, возможно, суд. Алла Рыкова, Азат Самигуллин, вызов 112. На улице Мавлютова столкнулись Ford и Hyundai. По предварительной версии, владелец последней решил повернуть налево. Мужчину не остановил ни встречный поток, ни двойная сплошная разметка. По его рассказам, один из встречных автомобилей остановился, чтобы его пропустить. Он тронулся в путь и столкнулся с Фордом, который ехал в крайнем правом ряду. Свою вину в произошедшем водитель Hyundai полностью признал. Сегодня утром на Сибирском тракте по принципу домино столкнулись 4 автомобиля. Део Некси на полном ходу влетела в Toyota Land Cruiser, которая по инерции ударила Mitsubishi Pajero и Ладу Калину. Все авто получили повреждения, но по сравнению с Некси отделались легко. Со своей машиной водителю Део, скорее всего, предстоит попрощаться. Заходил в офисы микрофинансовых организаций и, угрожая ножом, забирал деньги. В полицию Казани поступили 2 заявления о схожих преступлениях с разницей в 10 дней. Сравнив оба случая, полицейские пришли к выводу, что причастен к преступлению может быть один и тот же человек. Слишком похоже было описание нападавшего и его действия. Динара Камалова продолжит. Ограбление зафиксировала камера видеонаблюдения. В одной из микрофинансовых организаций молодой человек вошел, достал нож и, угрожая сотруднице, стал требовать деньги. Девушка в помещении была одна и оказать сопротивление вооруженному нападавшему не могла. Деньги пришлось отдать. Сумма причиненного материального ущерба организации превышает 105 тысяч рублей. Спустя 10 дней аналогичное сообщение поступило из офиса микрозаймов, расположенного в Советском районе города.
По обоим фактам в отделах полиции Ипеева и 1 и 2 были возбуждены уголовные дела по признакам преступления, предусмотренную статьей 162 Уголовного кодекса Российской Федерации «Разбой». Оперативники сравнили оба случая, отсмотрели съемки с камер видеонаблюдения и пришли к выводу, что преступление совершил один и тот же человек. Местонахождение его вычислили быстро. 22-летнего жителя Краснодара задержали на одной из улиц Казани. Свою вину он признал полностью. Сейчас мужчина арестован и находится в одном из следственных изоляторов Казани. Динара Камалова, Алла Рыкова, вызов 112. Убил своего работника. Трагедия разыгралась в селе Кызыл-Яр Бавлинского района республики. В хозяйстве обвиняемого 60-летний мужчина работал скотником. Жил в отдельно выделенном ему доме. По словам хозяина, убитый часто выпивал, и это его не устраивало. Он неоднократно выгонял работника, но тот отказывался уходить. Ждать в день трагедии обвиняемый после распития спиртных напитков вновь пришел к своему бывшему работнику и попытался выгнать его из дома. Однако тот отказался, в результате чего обвиняемый задушил мужчину. Расправившись с подчиненным, хозяин отправился к себе спать. Его задержали на утро. Вину свою он признал. На время расследования дела мужчину взяли под стражу. Почти 270 граммов синтетических наркотиков и психотропных веществ обнаружили оперативники в набережно-челнинской квартире, которую снимали двое молодых людей. 27-летний мужчина и его 22-летняя подельница были задержаны с поличным во время закладки наркотиков в условленный тайник. Информацию о них противозаконной деятельности у полицейских уже была, и ждали пару они целенаправленно. Альбина Минибаева о криминальном бизнесе. В женской сумке среди конфет и жвачек упаковка с запрещенными веществами. Девушке 22 года, ее молодому человеку 27. Наркобизнес вели совместно, относились к нему щепетильно. Все тщательно упаковано, подписано, бухгалтерия в отдельной тетрадке. С покупателями лично не встречались, делали закладки и после перечисления денег говорили место тайника. Во время его наполнения очередной партии зелья их и задержали. Во время обыска в их съемной квартире полицейские обнаружили синтетические наркотики и психотропные вещества. Все они были расфасованы для дальнейшего сбыта. Общий вес изъятого составил более 260 грамм. Свою причастность к наркопреступлениям задержанные не скрывали. Сейчас в отношении них возбуждено уголовное дело по статье «Покушение на сбыт наркотических средств в крупном размере». В отношении задержанных суд выбрал меру пресечения в виде заключения под стражу. Альбина Минибаева, Алла Рыкова, вызов 112. Пожелали доброго утра и забрали водительские удостоверения. Автоинспекторы сегодня рано утром пришли в гости к тем, кто права решил оставить у себя. Несмотря на решение суда о лишении водительских прав за езду в состоянии алкогольного и наркотического опьянения. По закону водители сами должны отдать заветный документ, но делают это далеко не все. Лина Зинатуллина узнала о тщетности попыток таким образом избежать лишения прав. 6 часов утра. Время выбрано не случайно. Большинство людей еще находятся дома. Увидеть на пороге автоинспекторов никто не ожидал. Узнав причину визита, удивлялись еще больше. Мероприятие называется «Доброе утро», а связана она именно с изъятием водительских удостоверений. Так, Руслану Анваровичу передайте, что водительское удостоверение будет храниться в ГИБДД Кировского района города Казани. Причины могут быть разные, процедура всегда одна. После вердикта суда о лишении прав водитель может ими пользоваться только в течение 10 дней. Этот период предназначен для подачи апелляции. Затем решение вступает в законную силу, и водителю по закону необходимо самому сдать удостоверение в автоинспекцию. На это дается 3 дня. Но некоторые водители закрывают глаза на закон. Сегодня утром мы посетили несколько квартир, и есть результат. Одно водительское удостоверение сдала супруга искомого человека. По второму адресу у нас открыла дочь, сообщила, что человек находится в командировке и только по этой причине не успел сдать вовремя. На третьем адресе человека не оказалось, однако будем продолжать работать в данном направлении. При этом срок лишения прав начинает отчисляться с момента сдачи удостоверения в ГИБДД, а не с момента приговора суда. То есть, чем раньше сдашь, тем быстрее получишь. Доброе утро, полиция, открываем. Лина Зинатуллина, Алла Рыкова, Азат Самигуллин, вызов 112. Это все, о чем мы успели вам рассказать. В студии был Сергей Хайдаров. До встречи и не бросайте вызов судьбе. Вдруг она его примет.